Здесь мы можем увидеть памятник регионального значения. Первая русская нефтяная вышка 1910 года. В Охе ее также называют вышкой Зотова. Этому зданию в следующем году исполнится 110 лет. Это то, с чего началась добыча нефти на севере Сахалина. Но мы с вами знаем, что в 20-е годы север Сахалина захватили японцы. И первая нефть сахалинская добывалась именно японцами. Причем добывалась не только нефть, добывалась еще и пушнина и древесина. Впоследствии, конечно, советское правительство на это обратило внимание, уже советское правительство. И с японской стороной был подписан концессионный договор. По этому договору японская сторона вместе с нашими нефтедобытчиками сроком 45 лет могла добывать здесь нефть. Но, как мы все с вами знаем, что в конце Великой Отечественной войны японцев откинули с севера Сахалина и, в принципе, Сахалина, поэтому японская концессия закончилась раньше. Территорию промысла делили в шахматном порядке, то есть на сектора. Вся территория была поделена на 30 секторов. В первом секторе работали русские нефтедобытчики, в соседнем секторе работали японские нефтедобытчики. Если можно было посмотреть на фотографию промысла в то время, то мы увидим, что русские и японские вышки практически ничем не отличались. Но это уже было в 20-30-е годы. Сейчас я предлагаю попытаться пройти вовнутрь нашей вышки Зотова. Конечно, сейчас уже все нефтедобывающее оборудование оттуда было убрано. Так, вовнутрь мы, наверное, не пройдем. Здесь уже водичка. Но мы можем увидеть скважину, где она была, каким образом она выглядит сейчас. Но пройти сложно. В 50-е годы на нашем севере Сахалина был очень сильный буран, и поэтому практически всю вышку снесло. То есть ее приходилось редактировать в 50-х годах. Сильный буран, и вышку просто снесло, ее приходилось заново воссоздавать. Поэтому вышка претерпела изменения. То есть с фронтальных сторон на нашей вышке было несколько оконцев. Их, соответственно, заложили. И также вела лестница наверх. То есть ее также по этой кромке ее также было решено не восстанавливать. Таким образом выглядит наша вышка. Конечно, она периодически реконструируется. Дерево сохраняется очень плохо, поэтому периодически ее ремонтируют, конечно же. Именно на этой вышке добылась первая промышленная ахинская нефть в объеме всего 200 литров. Сколько? 200. Бочка? Всего, бочка. Всего 200 литров. И здесь же мы можем посмотреть на еще один памятник. Это первая скважина, которая была пробурена в Ахинском районе. Да, вот можем к ней посмотреть. Там тоже есть памятный адрес. Когда бурили, они наверняка знали, что тут есть нефть, поэтому и не ошибались, да, получается? Конечно, были уже свидетельства о том, что нефть есть. Были и природные выходы нефти на поверхность. Конечно, данные уже были. У них гарантия была, что это? Да. То, что они здесь пробурят? Конечно, они знали, что найдут, да, конечно. Да, конечно, тут это. К сожалению, вовнутрь пройти не получилось, поскольку затопило. Нам надо это. Сапоги. Или мостик, или сапоги. Мы сейчас вот так вот встанем и фотографирование сделаем. Хорошо.